Ледоход на Лени, на каком расстоянии до Якутии, Нижняя Кромка, прогнозы вскрытия реки в республике. На некоторое время в Израиле замерла общественная жизнь, в Тель-Авиве почтили память жертв Холокоста. Соревнования по фехтованию в столице региона, перспективы развития этого вида спорта. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Нижняя кромка ледохода на реке Лени миновала Усть-Кут и находится под населенным пунктом Подымахино. По словам специалистов Ленского бассейнового водного управления, до утра ледоход дальше не продвинется. Сейчас его расстояние до границы с республикой составляет порядка 800 километров. На скорость прохождения ледохода влияют среднесуточные температуры. Напомню, что по прогнозам якутского УГМС ледоход в Алекминском районе ожидается в первой декаде месяца, а в районе города Якутска после 10 мая. С приближением ледохода во многих районах республики отмечается усиление ветра с сильными порывами, местами мокрый снег и в целом понижение температуры. На дорогах возможна гололедица. В связи с этим госавтоинспекция призывает автомобилистов повысить внимательность и осторожность в пути. Чрезвычайно опасными в сложных погодных и дорожных условиях могут оказаться и необдуманные маневры. При их совершении необходимо руководствоваться установленными знаками, разметкой и здравым смыслом. Об эпидемии свиного гриппа в Индии предупредил россиян Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили о необходимости вакцинации. С начала текущего года в различных штатах страны регистрируются вспышки свиного гриппа H1N1 у человека. Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра. Там зарегистрировано более 1000 случаев инфицирования, из которых 110 со смертельным исходом. В группе риска в первую очередь оказываются те, у кого есть хронические, неспецифические заболевания легких, бронхиальная астма, хронические бронхиты и другие, а также дети до 3 лет и беременные женщины. На вакцины мирового уровня от гриппа переходят в России. Отечественная разработка безопасного адъюванта полиоксидония не имеет аналогов в мире и уже более 20 лет используется в производстве. Всего вакцинами с полиоксидонием привиты уже более 400 миллионов человек. В начале апреля этого года в Шотландии на международной конференции наши эксперты представили историю многолетних исследований российского адъюванта, а также результаты его применения. Известно, что сегодня только 6 стран в мире имеют собственное производство вакцин. Теперь к ним присоединилась и Россия. По всему Израилю в четверг в 10 утра по местному времени замерла общественная жизнь. Так люди почтили память 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны, рассказывает Анастасия Дмитриева. Пешеходы замерли, посетители кофеен встали с мест, а автомобилисты остановились и вышли из машин. Под вой сирен Израиль 2 мая почтил память 6 миллионов жертв Холокоста. В день катастрофы и героизма европейского еврейства премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Рювен Ривлин возложили венки в мемориальном музее Яд Вашем в Иерусалиме. Израильские лидеры выразили обеспокоенность по поводу растущей волны расовой ненависти во всем мире. По данным исследования университета Тель-Авива, количество преступлений на почве национального различия в минувшем году выросло на 13%. В результате одного только нападения на синагогу в американском Питтсбурге погибли 11 человек. 28 апреля женщина стала жертвой стрельбы в городе Поуэй в Калифорнии. Первый запуск космодрома «Восточный» в этом году планируется 5 июля. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству ТАСС, что спутник будет запущен на ракете-носителе «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат». «Метеор-М» войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. На активном участке полета ракеты над территорией Якутии предусматривается падение отделяющихся частей ракеты. Так, район падения 2-й ступени и хвостового отсека 3-й ступени затрагивает территории Вилюйского и частично Верхневилюйского и Жиганского улусов, а головного обтекателя – границы Алекминского и Алданского районов.
Россия стала лидером по закупкам золота. Мировые центробанки побили 6-летний рекорд по закупкам драгоценного металла за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68% больше, чем в начале прошлого года. При этом лидером по этому показателю стала Россия, которая по-прежнему стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США. Кроме того, на втором месте расположился Центробанк КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном. В Якутии в преддверии праздника 9 мая стартовала акция «Подключи ветерана». Первым ее участником стали ветеран труда Василий Гаврилович Готовцев и его супруга Нина Егоровна. К ним с подарком пришел министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. Суть акции заключается в том, чтобы лично прийти и подключить ветерана к цифровому телевидению. Акция продлится весь май. Она приурочена к переходу в июне этого года телевидения Якутии на цифровое вещание. Сегодня мы в гостях у Готовцева Василия Гавриловича, ветерана труда, ветерана тыла, который всю жизнь проработал в ВОРПе. И сегодня мы вместе с супругой подключили его к цифровому телевидению. Теперь они могут с 1 по 20 телеканал смотреть в цифровом виде бесплатно. И мы запускаем этот челлендж, чтобы весь май можно подключать ветеранов тыла, ветеранов войны или труда. И я этот вызов бросаю министру образования Владимиру Анатольевичу Егорову, а также Алексею Михайловичу Иннокентьеву, главе Нюрбинского вуза, и генеральному директору венчурной компании «Якутия» Василию Васильевичу Ефимову. Давайте подключим ветеранов, чтобы они смотрели свои любимые фильмы в цифровом формате. В майские праздники прибавляется работа у сотрудников госавтоинспекции. В эти дни водители чаще всего нарушают правила и садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Начались длинные майские каникулы, и горожане стали намного ответственнее. На улицах Якутска намного меньше пьяных водителей. В эти дни сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме и патрулируют столицу. Водитель Ауди 277 за перекресток направо пример 16. Пока большинство якутян отдыхают, сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим работы. Чтобы сократить количество ДТП, в ночное время на линию выходит намного больше патрулей, чем обычно. Хотелось бы еще раз предупредить жителей и гостей нашей столицы о том, чтобы они проявляли свою гражданскую ответственность и оповещали в дежурную часть по номерам 127, либо по короткому номеру 102 через дежурную часть о лицах, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Большинство всех выявленных нарушителей – это молодежь, которая колесит по ночному городу в поисках приключений. Таксисты и более опытные водители практически все были трезвые. Вообще зомби. Оларда даган уже туганырым билбек була. Утыры да вакеренсеп, кеннерде керен саглынсеп, юны дирепсенсеп. Очень страшное дело. Если ты выпил, лучше воспользуйся услугами такси. Впрочем, как оказалось, и тут может случиться непредвиденное. Так изрядно выпившая супружеская пара поссорилась с таксистом. После этого супруги разбили машину и даже пытались ее угнать. Нет, а на основании чего вы сели за руль чужой машины? Ну вот я вам говорю, что он напал на меня и на моего мужа. Муж пытался меня защитить. Все. Мы спокойно с женой ехал до дома, а мы начали выезжать. Он начал по газам давать. По колдобину мы по газам дает. Мы его попросили как человека, давайте попроще. Он нахангарангар толуй бакан. Нахабаз никай дамар дитам. Битта он жаун. Идберкан дистон. Итани хакия. Он кадах болунда матагастан. За свою жену я буду рвать любого, который в моей семье говорит, не возникайте. В ходе постпраздничного рейда в ночном Якутске выявлено более 10 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помимо административных протоколов возбуждено одно уголовное дело. Нарушитель был не только не трезв, но даже ранее лишен водительских прав. Будьте бдительнее на дорогах. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск.
Хангаласском районе школьников обучают азам профессии журналиста. Кружок «Я репортер» начал свою деятельность при Центре дополнительного образования детей. Виолетта Засимова с подробностями. Журналистика для детей – это отличный источник для целого набора полезных навыков, которые помогут ребенку не только в учебе, но и во взрослой жизни. Умение сопоставлять, анализировать, искать, правильно использовать и увлекательно подавать информацию, смотреть на события с разных точек зрения, общаться с людьми разных возрастов и многое другое. Развитие перечисленных навыков у школьников и их дальнейшая профориентация – эти цели преследует кружок «Я репортер» при Хангаласском центре дополнительного образования детей. Охват учащихся составляет со 2 по 10 класс. Как правило, на занятиях для младших школьников происходит лишь знакомство с профессией журналиста. Дети смотрят мультфильмы, фильмы, работают над развитием речи. Среднее звено. Здесь я составила программу таким образом, чтобы дети обучались играючи. Им очень интересно брать самим интервью, играть в репортеров. Да? Я стараюсь с ними проводить больше практики. Мы посещаем различные мероприятия, культурные, в основном мероприятия, которые проводят школы. Вот, например, юный репортер Фаина Гоголева берет интервью у участника постановки по мотивам произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Гребнев Данил. Я посещаю этот кружок еще со 2 класса. Несколько моих статей уже вышли в разных газетах. Не знаю, буду ли я журналистом, но это очень интересно. Или Ваня Женных из Покровской средней школы номер 3 готовит материал для школьной газеты о вдове ветерана войны. Я начал ходить на кружок недавно. Мы делаем газету, она называется «Школьные вести». Я недавно брал интервью у директора. Мне кажется, это интересная профессия – журналист. Юные репортеры из Покровска имеют свою официальную страницу в Инстаграме, где выкладывают свои небольшие видеорепортажи. Также уже несколько ребят печатались в районной газете «Хангалас» и даже в республиканской детской газете «Юность Севера». Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Турнир по фехтованию в Якутске собрал учащихся 3 школ города. Для региона это новый вид спорта, который только начинает свое развитие. О том, как прошли первые соревнования, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Слава занимается фехтованием 2-ю неделю, но уже участвует в городских соревнованиях. Рассказывает, что освоился уже на первых занятиях. Между уроками, когда перемена была, я увидел девочку, которая вот сейчас там где-то дерется. Получается, которая в форме по фехтованию, я заинтересовался и подошел к учителю. И потом мне понравилось. Это за один день я запомнил, что как начинать, остальное там правила не такие уж и сложные, получается, как кажется. В турнире приняли участие 9 спортсменов в 3 возрастных группах. Юные фехтовальщики соревновались в 2 традиционных для этого вида спорта дисциплинах – рапиры и сабли. Поражаемая поверхность сабли – это все выше пояса, считаются туловище, руки и голова. У рапиры только грудь. Руки и голова не считаются. Дети уже занимаются у меня, некоторые занимаются 2-й год, но большая половина часть только вот эту зиму. Самому маленькому участнику соревнований 11 лет, но, по словам специалистов, начинать заниматься можно уже с 6-8. Именно в этом возрасте у ребенка развиваются основные качества, необходимые фехтовальщику – реакция, скорость и тактическое мышление. Федерация фехтования Якутии была создана совсем недавно, буквально пару месяцев назад. И, как признаются сами организаторы, главная цель этих соревнований – собрать вместе всех занимающихся фехтованием и выстроить систему для тренировок спортсменов и развития этого вида спорта в республике. Есть группы, которые, считай, без федерации, да, или сами как любители. Мы знаем, что среди 3 группы точно есть. Вот здесь представлена всего 1 группа. Сейчас уже планируется проведение республиканского первенства, на котором соберут спортсменов не только из Якутии, но, возможно, и из других регионов. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.